Здравствуйте, уважаемые телезрители! В студии Арифа Кабба мы вновь собрали для вас самые важные события и тенденции вокруг Абхазии. Все, что актуально на данный момент, что касается нас прямо или косвенно, или влияет на имидж республики. Итак, начнем. Проведение очередного 62-го раунда женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье назначено на 5-6 ноября текущего года. Как всегда, в преддверии Женевы сопредседатели дискуссий провели ряд встреч в Сухуми. В частности, на прошлой неделе состоялась встреча министра иностранных дел Абхазии Сергея Шамба с сопредседателем от ООН Джихан Султаноглу, с сопредседателем от ОБСЕ Виорелом Машану, политическим советником сопредседателя от ЕС Готфридом Ханнем. В ходе встречи была отмечена важность формата дискуссии, обсуждалась тема механизма по предотвращению и реагированию на инциденты в городе Гал. Сергей Шамба сказал, что женевские дискуссии сегодня являются единственной площадкой, где мы можем говорить о существующих проблемах на таком уровне. Одним из главных результатов этого процесса является то, что молчат пушки, говорят дипломаты, сказал он. Министр назвал одним из важнейших вопросов в повестке для абхазской стороны не возобновление военных действий и подписание мирного соглашения между Республикой Абхазия и Грузией. Также глава внешнеполитического ведомства отметил, что если Грузия принесет извинения за содеянное, то в Абхазии приветствовали бы первый такой шаг к примирению. А еще Сергей Шамба подчеркнул, что Грузии необходимо отказаться от формулировок, не способствующих урегулированию отношений, в частности, о якобы оккупированных территориях. В ходе беседы с западными дипломатами министр иностранных дел подчеркнул, что политический статус Республики Абхазия не подлежит какому-либо обсуждению. В завершении встречи Сергей Шамба выразил надежду на конструктивное сотрудничество в рамках международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. Тем временем, пока в Сухуми западные дипломаты готовят почву для очередной встречи в Женеве, в Тбилиси политические речи становятся все более острыми. И понятно, что тут не может не влиять приближение часа X для политических сил в Грузии, имеются в виду выборы в парламент. До них осталось чуть менее 2 недель. Но тем не менее поражает размах речей. На этот раз, цитата, «восстановить территориальную целостность Грузии мирным путем абсолютно реально», заявил премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе. Что касается восстановления территориальной целостности, то это тема, о которой сложно говорить публично. Есть много нюансов. Многое будет зависеть от изменения региональной и глобальной ситуации, но для позитивных тенденций есть все ресурсы, сказал он в эфире общественного вещания Аджари. Далее он продолжил развивать мысль еще более туманно. Он отметил, что в 1988 году началось масштабное диссидентское движение, и даже тогда никто не верил, что Советский Союз может развалиться. Но в конце 1991 года Советский Союз рухнул. Многое будет зависеть от процессов такого типа. Я думаю, что восстановить территориальную целостность Грузии мирным путем абсолютно реально. Все наши усилия должны быть направлены на решение этих 2 национальных задач – преодоление бедности и восстановление территориальной целостности. Главное – прагматичная политика, последовательность, сохранение спокойствия и проявление терпения. В таком случае все абсолютно реально, сказал Кобахидзе. Все это звучит, конечно, как идеально прописанная предвыборная речь, в которой обещаны достижения главных чаяний грузинского общества. Но, тем не менее, наблюдать за всем этим отсюда довольно любопытно. Ранее, 10 октября, в Батуми основатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили в рамках предвыборной кампании делал тоже довольно сходные по значению заявления. Он сказал, что мирное восстановление территориальной целостности Грузии может произойти в любой момент. Он также не забыл упомянуть о некоторых препятствиях этому со стороны нацдвижения и их реакцию на призывы к миру, напомнив о последствиях их действий в 2008 году. Имеется в виду, конечно, война в Южной Осетии. Иванишвили выразил надежду на, цитата, «взаимопонимание и примирение между народами». Конец цитаты. Напомним также, что в ходе встречи с нашим министром иностранных дел в Москве министр иностранных дел России Сергей Лавров 4 октября заявил, что решение 2008 года о признании
суверенитета Абхазии и Южной Осетии пересмотру не подлежат. Мы продолжим оказывать содействие нашим друзьям в обеспечении безопасности, в развитии социально-экономической и культурной сферы, в других направлениях укрепления государства, как это и предусмотрено двусторонними договоренностями. И для нас здесь путь только вперед. Решение 2008 года пересмотру не подлежат, сказал глава МИД России. К другим темам. Закавказье представляет особый интерес для Запада в условиях продолжающегося противостояния с Россией и Ираном. Пишет в большой статье «Бакинский гамбит. Россия подстраховалась в Закавказье» обозреватель портала Eurasia Daily Петр Македонцев. Дело не только в попытке развития транспортных коридоров, идущих мимо России и Ирана, но и в создании проблем в сфере безопасности, утверждает аналитик. На данном этапе для России наиболее проблемной страной региона, считает он, является Грузия, особенно грузинские радикальные евроатлантисты. Цитата: «С этой страной у России нет дипломатических отношений, к тому же в невоенной форме продолжается конфликт вокруг Абхазии и Южной Осетии, частично признанных государств и союзников России, имеет значение и география. У Грузии после 2008 года осталась граница с Россией. При этом, если правящая грузинская мечта выступает против возобновления боевых действий, то в отношении грузинской оппозиции, которая теоретически может победить на парламентских выборах 26 октября, такой уверенности нет», пишет он. При этом Македонцев уверен, что пример Грузии не аналогичен примеру с Арменией. Цитата: «В этом смысле случай Армении и ее премьер-министра Никола Пашиняна, приведенного к власти в 2018 году с целью осуществления геополитического разворота закавказской страны, стоит особняком. В отличие от Грузии, у Армении нет общей границы с Россией, нет и территории Армении, которые Россия де юре считала бы независимыми государствами или субъектами федерации. Попытки же определенных кругов в Армении возложить вину на Россию за стратегическое поражение в Карабахском конфликте выглядят искусственно и натянуто. Поэтому, как мы знаем, территории бывшей непризнанной Нагорно-Карабахской республики оказались в составе Азербайджана. С ним-то и связаны изменения политических обстоятельств в Закавказье для России, пишет эксперт. Хотя недоброжелатели пытались назвать досрочный вывод российских миротворцев поражением России, данное утверждение далеко от реальности, уверен Македонцев. И дело, по его мнению, вовсе не в том, что для большинства населения России Карабах не имел такого политического и сакрального значения, какое он имеет для жителей Азербайджана и Армении, а в том, что в Карабахском конфликте Россия избежала для себя худшего сценария. Цитата: «Очевидно, что военное вмешательство в конфликт на территории Армянской республики, которую даже защитница мать Армении де юре не признала в 2016 и 2020 годах, выглядело бы как катастрофа для России, являвшаяся посредником, а не участником Карабахского конфликта. Если же говорить о репутации, то выступавшие против распада Советского Союза Приднестровье, Абхазия и Южная Осетия наглядно демонстрируют примеры того, как даже при неблагоприятных условиях Россия может защищать». Конец цитаты. Подытоживая, эксперт отметил, поэтому, вопреки злопыхателям, досрочный вывод российских миротворцев из Азербайджана привел к тому, что у России исчезли поводы для недопонимания, недоразумения и вооруженных конфликтов с одним из соседних государств Закавказья. В условиях продолжающегося противостояния с Западом, продолжения специальной военной операции и неспокойной обстановки в Молдавии можно сказать, что Россия сумела подстраховаться в Закавказье, сохранив партнерские отношения с Азербайджаном на высоком уровне, считает эксперт. Подробнее все эти темы мы обсудили с руководителем Центра социально-экономических исследований Олегом Домения. Смотрите интервью с ним. Здравствуйте, Олег Несторович. Здравствуйте. Хотим поговорить с вами более широко о некоторых процессах геополитических, которые происходят. Вот я в передаче говорила и о Грузии, и о выборах, которые там будут. Как мы знаем, этой осенью также будут выборы в Соединенных Штатах. Это вообще такое сложное время. Идет еще, как мы знаем, специальная военная операция. Вот давайте начнем с нашего региона. Как вам кажется, какие сейчас здесь происходят важнейшие регионы в Закавказье, на Южном Кавказе? Вот какие процессы происходят, которые самые актуальные? В
постсоветское время на Южном Кавказе возникла определенная конфигурация существующих государств. Три из этих государств были признаны Международной Организацией Объединенных Наций. Они полноправно признанными государствами считаются. Это Азербайджан, Грузия, Армения. И две государства, это самопровозглашенные, как тогда говорили, самопровозглашенные, но они теперь уже и признанные две государства. Карабах вообще не был признан. И причем не был признан он и самой Арменией. И потому мы говорили в свое время, это сразу же постсоветское время, когда вот такая карта, политическая и геополитическая карта образовалась на Южном Кавказе, говорили о том, что, значит, ситуация будет меняться. Потому что разный уровень государственных образований на небольшой территории. Разный уровень. И так оставаться вряд ли возможно, тем более в условиях, когда мир бурлит, мир стремительно меняется. Значит, и неизменным остаться вот та конфигурация, которая была, не могла. Так и случилось. Карабаха уже сегодня нет. А вот, пожалуйста, то, что мы это писали, это не только говорили, но мы об этом писали. О том, что здесь может ситуация меняться. Стало быть, это показатель того, что ныне существующая ситуация тоже не может оставаться стабильной и долгосрочным проектом. А более того, скажу даже больше того, что та конфигурация, которая в современном мире просматривается, да, она тоже меняется. Значит, мы же видим, что происходит на Ближнем Востоке. Значит, все это ведет к тому, что современный мир очень стремительно меняется, и он очень нестабилен. Это мы должны учитывать, поскольку мы очень зависимы от внешних сил и факторов, я имею в виду Абхазию. Маленькая страна, и мы самостоятельно обеспечить свою безопасность не можем. Олег Несторович, вы сказали, что конфигурации могут поменяться. И вот говорить о том, что вот Карабах и все, что случилось там, во многом предсказывалось тоже, да, такие тенденции были. Как вам кажется, если брать конкретно Южный Кавказ, вот даже если не нас, например, Армению, Азербайджан, вот, кстати, вот как, на ваш взгляд, поменялись отношения России и Армении после Карабаха? Что тут принципиально нового мы наблюдаем? Ну, во всяком случае, в политике, в армянской политике наблюдается вот тоже тектонические какие-то извержения изнутри, или что ли, значит, отсутствие нестабильности. То есть армяне, как нация, как народ, может оказаться разбросанным. А он не разбросан уже. И причем это случилось не из внутренних потребностей, по всей вероятности, из-за отсутствия геополитической стабильности в мире, в том числе и в регионе. Довольно многочисленная часть армян живут в Америке, во Франции, в других странах, даже и в Турции живут армяне до сих пор. И во многих других местах, не говоря уже о России. И не говоря об Абхазии, в Абхазии не так уж много армян, да, но все они, вот Армения, она была республикой, она была страной, она и есть страной, но внутренней социальной стабильности нет. И это, конечно, серьезная угроза для самой Армении. И нет такой тоже, знаете, стабильной политики. Политики направлены на долгосрочные стратегические цели. Вот это так называемая демократическая форма правления, когда каждые 5 лет проводятся выборы во имя так называемой западной демократии, они играют отрицательную роль. Они играют отрицательную роль в жизни Абхазии. Понимаете? Почему? Ну как почему?
Один президент, я вот завтра, меня изберут, я прошел, я начинаю по-своему править, потому что нет стратегического курса. Куда вести эту страну? Вы имеете в виду, что нет определенной идеи и стратегии? Нет определенной и стратегической, программной направленности. Обратите внимание вообще, почему в России Путина не меняют, почему в Китае Си Цзиньпина не меняют, почему в Индии Моди не меняют. Кто сказал, что они меньшие демократы, чем Байден? Но в Соединенных Штатах Америки, кстати говоря, это довольно-таки уникальное государство. Там от первого лица мало что зависит. Независимо от того, что придет ли Харрис или придет ли Трамп, не имеет никакого значения. Вы имеете в виду, не имеет никакого значения для внешней политики, но и разве это не важно? И внутренней политики не имеют, они ничего не решают и ни на что не влияют они. А там другие силы влияют. Они определяют. Какие силы? Силы анонимные, не публичные. Силы, если говорить о публичности, это сила капитала. Капитал правит Западом. А это стихия. И капиталом управлять очень нелегко. Если вернуться от Запада опять к нам, вернуться в наш регион, как вам кажется, сейчас в Грузии предстоят выборы, да, будут парламентские выборы. Очень много перед выборами делаются различных заявлений, напрямую нас касающихся, да, вот, например, о том, что будет урегулирован мирно вопрос территориальной целостности. Это последнее такое громкое заявление. Как вам кажется, это все-таки связано с выборами? Это предвыборные обещания, которые затрагивают такие важные моменты? Или все-таки что-то там тоже, конфигурации меняться будут? Если говорит более-менее, скажем, ответственно, это предвыборная риторика. Когда они придут, вот есть там конкурирующие силы, когда они придут, они будут другое делать. Не потому, что они другое хотят делать, а потому, что другое хотят, чтобы они делали другие лица, западные лица, те, которые финансируют Грузию. Они так деньги не разбрасывают. Мы же с вами ничего от них не получаем, но они получают. Огромный процент бюджета Грузии финансируется Соединенными Штатами Америки. И эти финансовые вливания продолжаются. И это неспроста. И потому, значит, кто бы ни пришел туда, он будет делать то, что ему скажут. Но сейчас есть мнение о том, что в Грузии немного поменялось что-то, и уже нет, по крайней мере, грузинская мечта, вот правящая партия, как будто бы не смотрит больше на Запад. Да. И многие в это верят. Вы в это, получается, не очень верите, Вы да? знаете, что здесь сказывается? Не потому, что вот те лица, которые озвучивают это, выбрасывают в информационный мир те или иные суждения политические, геополитические и так далее. То есть мир в целом на планете неустойчив. Каким он будет через 5, тем более 10, тем более 20 лет, никто не может это точно прогнозировать и сказать. Потому что мир меняется, и меняется стремительно. А теперь вернемся к другой теме, к специальной военной операции на Украине, в Украине. Да. Скажите, пожалуйста, как вам кажется, что сейчас происходит там, на каком она этапе, и есть ли какое-то предсказуемое будущее у нее? Ну, знаете, вообще, война, конечно, в конечном итоге, на мой взгляд, и я в этом убежден, не только я, вообще в истории человечества прослеживается определенная закономерность. И, конечно, война закончится, завершится, но стабильности не будет. И на Ближнем Востоке, и на Украине стабильности не будет. Англосаксы не могут отказаться от своего собственного самосознания. Они не могут отказаться. Они так думают, что это избранная нация в мире, которая должна доминировать в этом мире.
Они имеют моральное право доминировать, они имеют моральное право указать, приказать, наказать и все, что хотите. Но и славянский мир тоже не может отказаться от себя, не может Китай тоже отказаться от себя. Понимаете? Значит, конечно, очень много зависит от того, насколько совместимыми будут самосознание и вот эти фундаментальные ценности, которые исповедуются в Китае, в России, в Индии, на Западе, в Соединенных Штатах Америки. А эти ценности тоже меняются. Понимаете? И еще раз повторяю, мир меняется не просто так, как попало. Меняется прежде всего самосознание обществ. Самосознание. Самосознание это означает, что вы сегодня одни ценности предпочитаете и руководствуетесь ими. А завтра может эти ценности измениться у вас в сознании. И по другим ценностям вы начнете ориентироваться. Это незаметно происходит в сознании любого общества и любого человека. Понятно. Олег Несторович, большое спасибо. Пожалуй, это все темы, на которых мы хотели сосредоточить ваше внимание на этой неделе. Мы будем продолжать держать руку на пульсе событий и отслеживать самые важные и интересные события вокруг Абхазии. До новых встреч в эфире.